Самого доброго утра зрителям национального телевидения Калмыкии. Мы приветствуем всех, кто только проснулся и присоединился к нам. В эфире «Утро Калмыкии» и я, ее ведущая Амуланга Чаданова. Взбодриться после сна помогает не только душ и чашечка кофе, но и физическая активность. Комплекс упражнений, позволяющий пробудить все группы мышц и энергично встретить новый день, а также советы эксперта, как правильно делать зарядку, смотрите в нашем следующем материале. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня предлагаю вам провести зарядку вместе с нами. Желаю вам продуктивного дня и прекрасного настроения. Первое упражнение мы начинаем с прыжков. Прыжок ноги в сторону, руки наверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, достаточно. Следующее упражнение у нас будут боковые выпады. Поставили ноги широко, стопы стоят прямо, и мы перекатываемся, садимся на одну ногу. Колено должно остаться над пяткой, спина прямая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Следующее упражнение – спайдермен. Для этого нам нужен коврик. Мы ложимся на коврик. Руки вытянули, ноги выпрямили, положили на пол. И одновременно поднимаем разноименные руку-ногу. Сначала одну сторону, потом другую. 1, 2, движения плавные, не резкие. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, поднимаемся. Следующее упражнение – обратный мост вытягиванием руки. У нас 4 точки опоры, ноги. И руки выпрямляем. Стопы стоят полностью, не отрываем пятки. Выталкиваем таз наверх и поворачиваемся в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. И следующее упражнение. Мы встаем, ноги на ширине плеч, руки возле головы согнули. И тянем колено к локтю противоположному. Потом прямая рука, нога. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще 2. 1. На этом утренняя зарядка закончена. Всем желаю хорошего настроения. Доброе утро нашим самым ранним телезрителям. Я напоминаю, в эфире «Утро Калмыкии». И сегодня у нас целых 3 гостя в студии. Итак, давайте начнем. Ревмира Шевкиева, автор и издатель книг и детских пособий на калмыцком языке. Эльза Валетова, учитель СОЖ номер 8 имени Намто Ачирова. И Долорес Халгаева, доцент кафедры германской филологии Калмыцкого университета. Доброе утро, приятно вас видеть. Доброе утро. Доброе утро всем. Как, наверное, уже зрители поняли, речь пойдет об играх, о пособиях, о различных книгах, которые изготовлены для детей. Ревмира, я знаю, вы автор и создатель, вы причастны к этому. Расскажите, как пришли к тому, чтобы начать создавать такие пособия? Изданием книг и дидактических пособий я занимаюсь уже больше 10 лет. Начинала еще в Москве. То есть это были раскраски, может быть, кто-то помнит животные, птицы, звери, самые простые.
В дальнейшем перешли мы на уже полноцветный тираж книг. То есть у нас был такой учебник «Мини-Тюрюн Даслур», который пользовался популярностью, и тоже мы готовимся к переизданию. И столкнулись с тем, что детям сложно изучать калмыцкий язык, и поэтому было решено издавать пособия в игровой форме. То есть это дидактические игры, настольные игры. Одна из первых таких игр – это вот «Гонки на верблюдах», которую мы в прошлом году издали. Вот девушки помогали мне в работе. То есть вы изначально создавали, как сказать, словари, если не ошибаюсь, правильно? Книги, словари, значит, календарь, был у нас календарь-песенник с песнями и переводом на калмыцком языке, учебник «Мини-Тюрюн Даслур», Ахыр-Толе, русско-калмыцко, калмыцко-русский, вот мы в прошлом году тоже его издали, к началу учебного года успели. Дневник «Выдающиеся люди Калмыкии». А что или кто вот сподвигнул вас именно создавать вот эти вот пособия? Вы же к этому не одна пришли? Да, дело в том, что мой любимый племянник Борис Хан, испытывали мы сложности в том, что делали домашние задания на калмыцком языке. Ну, вот, поэтому одной из таких идей это было издание словаря на калмыцко-русском, упрощенного для детей. Затем был дневник «Выдающиеся люди», как я сказала, о том, что на каждой странице которого рассказывается о выдающемся человеке Калмыкии. Вот. И вот Борис мне очень помогал в разработке игр, пособий. Когда вот Эльза Валетова, Долорес Халгаева, расскажите, как вы начали сотрудничать с Ревмирой Борисовной? С Ревмирой Борисовной я познакомилась где-то чуть больше полугода назад. Летом мы познакомились, да, и вот наши вот как-то мечты, цели как-то совпали. Вот это развитие калмыцкого языка, я как учитель калмыцкого языка, да. И вот у нас уже мы начали вместе создавать игры для детей, так как через игру детям легче изучать язык, поэтому вот мы решили игры. И вот одна наша из первых игр – это «Гонки на верблюдах». Долорес, вам слово. Ну, надо сказать, что с Ревмирой Борисовной мы знакомы уже не один десяток лет, да, мы с детства знакомы, поэтому это был наш первый совместный проект. Я очень благодарю Ревмиру за то, что она пригласила меня в этот проект, потому что это был, правда, для меня очень ценный, первый тоже для меня опыт. И мне самой интересно, как маме, у меня 3 детей, мне очень интересно было поучаствовать в этом, потому что я думаю, что это очень пригодится и моим детям в том числе. И как педагог, но уже другого английского языка, то есть это абсолютно полярная культура, полярный язык, мне кажется, это было бы, это очень интересный опыт, и детям пригодится, да, к тому, что несмотря на то, что английский язык нынче популярнее калмыцкого, к сожалению, да, культура наша обязывает знать наш собственный язык. Родной то есть язык, посредством, да, наверное, изучения английского языка и калмыцкого языка, наверное, вот будет такой вот глобальный человек, маленький, который будет знать и английский, и калмыцкий, свой родной язык. Это здорово вообще. Ну это здорово, если у вас вот есть дети, вы еще являетесь причастны к созданию игр, к переводу этих игр. Расскажите подробнее, как проходит вот процесс штурм вот этих вот гениальных идей, когда создается игра или очередное пособие? Ну, когда мы разрабатываем идею, начинаем сначала эту идею я опробую на своем племяннике, делаю черновой вариант. Затем советуюсь с Эльзой Горяевной, Долорес Халгаевой, вот, и мы начинаем вместе разрабатывать идеи. То есть учителя, педагоги мне подсказывают, и у нас такой как мозговой шторм, да, мы дополняем друг друга, что-то подсказывает, как упростить, сделать более интересное. То есть достаточно творческий такой интересный процесс у нас происходит. Ночью и выходные мы можем хоть когда созваниваемся. Ну, начинается, конечно, все с работой за компьютером, то что иногда бывает по 2-3 месяца сидишь, разрабатываешь эти издания. Вообще, сколько в среднем занимает процесс вот создания пособий? Всегда по-разному или же одно и то же время? Уже, как правило, это подготовительная часть, вернее, проходит где-то месяц-полтора.
После этого мы отдаем, уже выходим или в печать, или мы уже отдаем в печать, либо мы уже сами печатаем что-то, находим средства. Очень много зависит от, конечно, финансовых вложений. То есть вы придумываете и текст, и картинка какая будет, и сам вот дизайн вашей игры, или же вы, допустим, готовый проект отдаете на усмотрение? Нет, мы изначально разрабатываем полностью, то есть у меня возникает идея, я эту идею озвучиваю, мы отшлифовываем ее, я делаю, макет делаю на компьютере. Хотелось бы очень поблагодарить, конечно, Сергея Арашаевича Бадендаева, который нам всегда помогает, идет нам навстречу, то есть он уже нам отшлифовывает в техническом плане все это безвозмездно в поддержку калмыцкого языка. Благодарим Сергея Арашаевича. А был ли у вас такой опыт, что, допустим, вы над чем-то работали и потом со временем поняли, что это не то, что мы хотим, или это не подходит по нашим интересам? Хотели бы что-то переделать? Ну, у нас одновременно идут несколько проектов, и, допустим, в какой-то момент, когда мы находим средства для какого-то проекта, мы выпускаем его в первую очередь. То есть несколько проектов у нас еще лежат замороженные, да. То есть у нас ведется работа. Это изучение словарей, работа с консультантами. Как много времени занимает процесс перевода? В английском языке, в английской культуре нет таких реалий, нет таких предметов, которые им надо истолковывать их в скобках, да, как-то описательно и так далее. Вот это как бы надо подумать, что больше подойдет. Но в принципе это не затруднено, это нормально, это хороший для меня опыт тоже. Полезный, потому что я знакомлюсь сама с культурой и языка, получается, калмыцкого родного своего дополнительно, основательно, и еще и английский. Ну, тут получается такая вот работа техническая, но в то же время интересная. Ну, для меня, как для специалиста, конечно, перевод особого затруднения не вызывает. Но, конечно, есть некоторые слова, которые, приходится там в словаре посмотреть, да, как они, да, которые редко уже употребляются, да, приходится в словаре, конечно, обязательно работать со словарем. А вообще на какой вот возраст рассчитаны вот эти игры? Для детей вот младшего поколения или уже подростки? По опыту делаем вывод, что эти дидактические материалы подходят для детей от 4 лет и возрастом до 12 лет. Я знаю, что есть дети, которым и 15 лет, им интересно, они совместно с младшими братьями и сестрами начинают что-то делать, их тоже вовлекает, и есть уже такие пожелания от ребят, которые хотят тоже участвовать в разработке. Уже есть какая-то налаженная обратная связь уже от непосредственно участников этих игр, от тех, кто, скажем так, вырос на этих играх. Да, да? потому что хотелось бы отметить, что именно в игре ребенок познает новые слова, новые предметы, он изучает, ему легче, проще изучать какой-либо язык. Хорошо, вы разработали вашу первую игру, вы работали над совместными проектами, и сейчас пришли к тому, что создали игру, вот, которая сделана вот из войлока. Почему пришли к этому мнению? Почему решили создать такой вариант игры? Хотелось бы пошутить в реалиях нашего времени, что сейчас напряженка с бумагой, конечно. Ну, и вызвать интерес к войлоку, потому что, казалось бы, это такое забытое, исконное калмыцкое, да, творчество, и шердыки делали, и то есть у нас все было в войлоке, и сама юрта, да, и шкагере, это вот как раз таки все было выполнено из войлока. То есть войлок очень широко применялся, но сейчас он, к сожалению, забыт, и вот решили мы немножко возродить, скажем, такое историческое значение. Ну да, сейчас реальность такова, что действительно бумаги нет, и хорошая возможность напомнить вот о наших материалах, которые из поколения в поколение, наверное, вот как-то разрабатывались. Кто работает вот над, как сказать, созданием вот этой игры, вот этой ткани самой? Ну, открою секрет. Хотелось бы, конечно, сказать, что это ручной войлок, войлок ручной выделки, но это промышленный войлок. Сейчас есть технологии, которые позволяют печатать на нем. То есть можно создать, давайте я покажу, можно показать во всей красе, скажем так, да. То есть это вот у нас такая книжка, это у нас такая книжка, она раскрывается.
И здесь детали, которые на липучках. То есть ребенок изучает здесь и название на 3 языках. Вот, я думаю, Эльза Горяевна прокомментирует, Через наверное. игру, да, ребенок вот, как сказать, познает, у нас же кибитка, как у нас, да, делится на мужскую и женскую половину, да, и вот таким образом ребенок познает, где у нас, где что находится, да, в кибитке. Вот, Правильное например, расположение, да, да. правильно, вот алтарь, где должен находить, да, вот. Например, там женские какие-то посуда, там та же самая, да, или мужскую, например, одежда мужская, там мужские оружие, да, и так далее. Вот таким образом ребенок играет и познает. Да. Пособие, да. Ну, здесь вот представлено, допустим, одежда воина с доспехами. Ну, вот такой вот интересный. То есть ребенок узнает, что есть вот, оказывается, то есть одежда, какая была исконная одежда, не то, что сейчас, скажем, да, вот просто там Стилизованная, стилизованная, как да. раньше было, да, исконно. Для малышей, наверное, вообще еще моторика разрабатывается. Развитие моторики, да, и они очень любят вот игры на липучках, уже, ну, проверено, что им вот очень нравится такое. Но я думаю, дети увлеченно вот сидят над играми, потому что даже для меня, скажем так, уже давно не дитя, но интересно посмотреть, понаблюдать, вспомнить какие-то калмыцкие слова, например. Да, вот животные представлены на 3 языках, да, это животные Степные. дикие, да, степные животные, вот. Очень хорошо, что здесь все-таки 3 культуры, да, хоть Да. они и триполярные культуры, тем не менее 3 культуры, и взаимосвязь такая, что рассчитана на человека современного, который должен знать и пусть и ребенок, да, который должен знать не только родной язык, но и английский. Ну, тут, видите, все. И посредством игры, в любом случае, это очень быстро запоминается. То есть, играя из раза в раз, ребенок невольно начинает уже это все знать. Даже если не знал на начальном этапе. Да, Да, визуальный эффект, конечно. Да, да. Все тоже на липучечках вот так. Как выглядит Ой, животное, а я... да. Sorry. Как выглядит животное и на 3 языках, ну, как как раз оно таки называется, снимать. да. Вот все на липучке, очень удобно ребенку, вот. То есть такое красочное, интересное пособие для детей, вообще для людей всех возрастов. Давайте предлагаю перейти к вашей первой игре. В чем ее правила, как она играется? Я вот просто смотрю и не пойму немного. Игра называется «Гонки на верблюдах», и в качестве фишек здесь использованы вот такие вот верблюжата. Они разноцветные. Это игра «Ходилка» с своими правилами, своими заданиями. В игре также используется такой кубик. И задания также описаны на 3 языках. Эльза Горяевна, расскажите дальше? Игра, значит, это настольная игра, тоже для детей от 4 лет. Вот. Можно и дома, кто, да, в детском садике, в начальной школе. Да, вот. Тема этой игры – это Республика Калмыкия. Дети, вот, ну, у нас 6 верблюжат, 6 как бы участников подразумевается, да, и как бы вот кидают кубик, ходят по полю и, выполняя различные задания, таким образом знакомятся с Республикой Калмыкия, изучают Республику Калмыкия, сколько районов у нас, да, с какими областями граничит наша республика, какие животные у нас есть, какие птицы, ну и так далее, и так далее. Также сама карта, она выполнена в виде карты Калмыкии. Вот. И вот на таких карточках, карточки у нас двусторонняя, синяя сторона и желтая сторона, да? Вот на синей стороне уже написаны задания, да, вопрос, сколько районов в Калмыкии, где находится буддийский храм Золотая обитель Будды Шакьямуни, назови соседние с Калмыкии области. А желтая сторона, если вы обратили внимание, видите, она пустая. То есть игроки могут сами написать свои задания на этой стороне, и уже им всегда будет интересна эта игра. Все время они могут придумать разные задания. Дополнительно. Обратите внимание, что, я думаю, и старый млад может познакомиться с Можно всей семьей расположением дома наших играть, да. районов, да, полностью семьей можно играть также. Хорошо, в планах еще есть какие-то разработки? Вот я слышала, вы говорили о Джангаре. На какой стадии? Да, настольная игра по Джангару разрабатывается у нас уже, правда, несколько месяцев, и работают у нас девочки, это Баира Бываевой, воспитанницы. Вот пока сейчас в стадии разработки. Ну, вот к фестивалю мы приготовили тоже такие сувениры. Из войлока. Да, это также печать на войлоке.
Здесь подставки под горячие, магниты, то есть такая шкатулочка, ну, к примеру. Всё так С различными национально. пожеланиями на калмыцком, на русском языках, тоже, чтобы туристы знакомились. Ну да, для туристов, я думаю, будет интересно из войлока, еще и на магните. Эльза, Долорес, у меня вот сейчас вопрос к вам. Вы являетесь преподавателями, работаете с учениками, со студентами. Скажите, в чем важность создания таких пособий и в целом изучения языков? Конечно, все мы знаем сейчас, развитие калмыцкого языка очень важно, очень актуально. Вот. И, конечно же, мы все хотим, чтобы наш народ, наши детки знали, учили свой родной язык. Вот. И через игру это легче всего дается. Поэтому мы решили создавать разные игры, пособия для детей, чтобы им легче давалось изучать свой родной язык. Все наши пособия, все наши игры я применяю вместе со своими коллегами, мы применяем у себя в школе, на уроках. Вот. Очень интересно, детям сразу становится интересно, вот именно когда вот начинаем, я проношу эту игру, все, они сразу уже знают, начинают выбирать себе верблюжат, кто, вот, и начинаем вот играть. Еще у нас тут есть очень такое вот интересное тоже пособие, это у нас календарь природы. Тоже через такой календарь природы тоже дети быстрее и легче изучают явления природы, да, дни недели. Вот мы с самого 1 класса мы учим название дней недели, да, тоже тяжело детям дается. И вот так, когда они это все тоже на липучках, тоже в виде игры, вот, и они легче это им дается изучать. Ну да, можно Времена, наглядно изучить. да, времена года, дни недели, вот и явления природы тоже очень интересно и вот познавательно детям. Вот. Еще вот одно Да, тоже прописи, пособие, это прописи. Многоразовые прописи вот, на русском, калмыцком языках, вот они. Вот. Что очень интересно, да, к нему уже сразу идет маркер, да, и что очень интересно то, что, вот, например, в этом году у меня появилось очень много детей, которые, ну, калмыки по национальности, но они приехали с севера, там, да, вот с Москвы, они там родились, там как бы начинали учиться, а сейчас вот они переехали в Калмыкию. Конечно, они не изучали там калмыцкий язык, да, и сейчас им тяжело дается. И вот когда я им даю эти прописи, им легче и интересно им. Они сразу прям вот уже начинают изучать буквы. На калмыцком, на русском тут тоже все есть. Вот все буквы наши. Тоже. Для начальной школы, да, очень интересно и полезно. Спасибо, Эльза. Долорес, можете дополнить что-то? Визуальный контент, он воспринимается всегда, да, легче. И если вы визуально, слово примелькается настолько много раз, да, а тут еще и грамматический строй языка, то есть вы знаете правильный порядок, да, строения вопросительных предложений, да, утвердительных предложений, то есть оно уже ложится в голове, и вот такую вот своеобразную полочку закидывается, потом в свое время, в нужное время. Момент, да. Конечно, этим воспользуются наверняка, да, то есть для путешественников, да, для тех, люди, которые выезжают за границу, да, я в плане английского языка говорю, да, это пригодится, потому что это строение языка, это лексика, это бытовая лексика, которая необходима, да, в жизни. А в плане калмыцкого языка я тоже патриотка, фанатка нашей культуры, нашего языка. Это обогащение не только детей, но и родителей, потому что многие наши родители не знают языка, ведь тоже, правда ведь это? Поэтому и родители, участвуя вместе со своими детьми в этой игре, да, они тоже обогащают свою лексику, язык, да. Поэтому, тем более визуальный контент, он, я говорю, воспринимается всегда намного легче. Он воспринимается вот, как сказать, непроизвольно, да, потому что когда играешь много раз в одну и ту же игру, вот желаешь или не желаешь, оно присядет в голове, пускай 12 раз, 15 раз, и выучится, да, конечно, выучится однозначно. Ну, мы обычно шутим сначала с учителями, что сначала мы создаем пособия и игры для родителей, потом уже для детей, потому что покупают пособие родители детям и, вовлекаясь, играют, вот мне по отзывам, играют прям с целыми семьями, то есть они на дне рождения устраивают целые баталии.
То есть эта семья против той семьи. То есть, ну, в общем, довольно интересно, оказывается, вот с таким применением игры я даже вот и не сталкивалась. Ну, позвонили, сказали, вот мы выиграли вашу игру, вот играли на дне рождения. Вот у меня тогда завершающий вопрос. Ремира, наверное, больше к вам, как к автору и издателю таких пособий. Какую основную мысль вы хотели донести в самом начале вашего пути? И вот сейчас, что бы вы хотели передать через эту игру с помощью вот ваших пособий, ваших вот изделий? Ну, все мы большие патриоты, конечно, своей родины, своего родного языка. И изначально, когда начала этим заниматься, было желание сделать, скажем, чтобы пособий таких было больше. Сейчас же с реалиями нынешнего времени понимаю, что нужно делать более красочно, более интересно, потому что дети меняются, поколение детей уже другое, детям не интересно просто что-то читать, их нужно уже чем-то зацепить. Поэтому было принято решение делать такие разработки. Здорово, что вы не остановились на одном месте, решили дальше развиваться, процветать. Спасибо большое, что пришли к нам в студию сегодня. А сейчас можете пожелать всем нашим зрителям доброго утра. Доброго утра и мирного неба над головой. Всем доброго утра и благополучия. Всем доброго утра, крепкого здоровья, хорошего настроения, весеннего. Погода наладится со дня на день, и будет прекрасно вообще все. Друзья, предлагаю прямо сейчас взять паузу, позавтракать, насладиться утренним приемом пищи и уже затем спешить по рабочим делам. Рецепт смотрите далее. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы будем готовить очень быстрый и полезный завтрак – натуральный йогурт с семенами чиа и с фруктами. Фрукты могут быть любые, вот у нас в наличии, скажем так, яблоко, киви, поэтому мы вот будем обходиться только этими ингредиентами. Йогурт может быть любой, натуральный, без сахара. Если недостаточно сладко, можно будет добавить сахарозаменитель. Но мы, в принципе, не слишком любим подслащивать, поэтому достаточно будет того количества ингредиентов, которые у нас есть. Необходимо насыпать в йогурт семена чиа. Очень вкусно семена чиа получается, когда они немножечко постоят, набухнут. Семена чиа безумно полезный продукт, богатый кальцием, и это источник полезных жиров. Мы размешиваем. Надо будет немного подождать, чтобы семена чиа набухли. И потом мы нарежем киви и яблоко и добавим в наш смузи-боул, скажем так. Точнее, это не смузи-боул, это чиа-пудинг. Чиа-пудинг. Вот, я думаю, такого количества достаточно будет. Ну и порезать я попрошу помочь мою доченьку Милану. Нарезай киви на маленькие кусочки. Смотри, я вот сейчас отрежу, вот это вот как раз уберу. Вот так пополам, а потом вот так. Ну, короче, на 4 кусочка. Можно еще мельче, если будет получаться, да? Угу. Когда мы нарезали фрукты, нам необходимо все их хорошенечко перемешать и наслаждаться вкуснейшим и полезным чиа-пудингом. Приятного аппетита! А наш эфир подошел к концу. Желаю всем провести этот день в прекрасном настроении, потрудиться на славу, решить все поставленные задачи и приятно отдохнуть. Всем пока!